Дорогие друзья, дорогие соратники, мне повезло в жизни встретить такого человека, который сделал себя великим. Сам сделал, всего сам добился. Он создал прекрасный коллектив. Он купался в этой работе. Он был благодарен судьбе, что у него такие сотрудники. Он каждого любил и всех вместе. Сердце его было наполнено добротой, благодарностью, что с ним работают такие умные, признательные, прекрасные специалисты, каждый в своей области. Кардиоцентр, конечно, для него был домом. Может быть, большим домом, чем его семья. Не умаляю заслуги семьи, но уезжая в 7, полвосьмого на работу, он в 8, полвосьмого возвращался домой. Он кипел этой работой. У него постоянно появлялись какие-то новые идеи, которые он пытался воплотить в жизнь. Вокруг него была масса людей, которые хотели ему помочь и помогали. И Казанский медико-инструментальный завод, и завод, где, Максим, где он создал аппарат для работы на бьющемся сердце, Розенблит Генрих Иосифович, царствие ему небесное. Он помог ему это все сделать. Я благодарю всех присутствующих, всех вместе и каждого в отдельности за память, за любовь, за сотрудничество. Он где-то здесь витает над нами. Он счастлив, что мы его вспоминаем добрыми словами. Ушла боль, болезни, ушли страдания. Мы многие верим, что он ушел в мир иной, возможно, лучше, чем наш мир. Прощай, дорогой Ренатик, мы с тобой, мы тебя помним, мы тебя любим. Спасибо всем. Вот только что проводили в последний путь великого человека Рената Сулеймановича. И, конечно, очень скорбно, но с другой стороны, когда мы говорим о его истории, как великого сына татарского народа, который практически, став человеком мировой известности, при этом всегда оставался очень открытым и доступным. Его имя, конечно, вписано в историю нашей великой России, и будучи академиком, профессором, доктором, хирургом, кардиохирургом, и мы сегодня, когда его провожали в последний путь, очень большое количество личностей, известных людей на уровне России, мира, сказали очень много теплых слов. И мы же прекрасно понимаем, что помимо этой славы он был просто Ренат Сулейманович для кого-то. Мог встречаться, мог общаться, протянуть руку помощи. С точки зрения, что он татарин, конечно, во всех мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар, он всегда участвовал, активно участвовал.
много предложений с его стороны было. Ну и у нас в Москве имеется полномочное представительство Республики Татарстан. Он тоже активный член наших соотечественников, регулярно приходил, помогал и имел возможность всегда дозвониться, довести ту информацию, которая нам нужна была. Это, конечно, невосполнимая утрата, потеря. Мы все вместе скорбим. Есть ученики, когда мы говорим «великий учитель», здорово, что у него очень большое количество учеников. Хочется, чтобы это ученики, дело, которое в свое время начал Ринат Сулейманович, продолжили, а может даже кто-то из них станет величественнее, чем он. Этого мы и желаем. Ринат Сулейманович – это великая легендарная личность в нашем обществе, в мировом сообществе. Это человек, который любую секунду мог прийти на помощь любому, кто его попросил. И не просил. Он сам знал, что надо сделать и в какую минуту помочь. Это человек, которому сотни тысяч жителей нашей планеты обязаны спасенными жизнями. Это великий ученый, который всегда мог поделиться своим опытом, тем, что он умел, тем, что он сделал. И все мировые конференции, симпозиумы зачастую приходили с его участием. Ринат Сулейманович в нашей памяти останется как великий общественный деятель. Это человек, который заботился о друзьях, заботился о своих коллегах, который шел во все органы власти и говорил о том, что надо нашей отечественной медицине. Сегодня его последователи достойно пользуются методиками. Сегодня его последователи решают все, что умел делать он. Он их научил этому. Да будет ему земля пухом, вечно он останется в нашей памяти как великая личность, как великий друг, как настоящий человек земной, который жил, творил во имя и во благо земного человечества. Мы потеряли родного человека. Кардиоцентр потерял крупного специалиста. Вот. Ну, не говоря о том, что дети потеряли отца, жена потеряла мужа. Вечная память ему в наших сердцах. Мы его очень любили. С рождения и по сегодняшний день и будем любить. Блестящий микрохирург, который в силу своей неуемкости всегда хотел что-то новое. Он впервые в мире внедрил микрохирургические технологии в кардиохирургию. То есть микрохирургическая кардиохирургия – это его идея, она им проработана, научно обоснована. Он несомненный мировой лидер и признан во всем мире. А вы знаете, как он оперировал? Кошачье движение, никакой ругани в операционной, тишина, а может быть иногда и звуки гитары. Спасибо, Ринат Сулейманович, что жил. Спасибо, что ты сделал для всех нас. Никогда не забудем. Его замечательная черта – это доброжелательность к людям. Он всегда находил для каждого добрые слова, добрые пожелания и всегда старался помочь. Вот эта доброжелательность и желание помочь людям, и не только больным, а просто вот по жизни. Это удивительное качество, присущее немногим людям, а у него было в полном таком размере это представлено. Поэтому, прощаясь с ним сегодня, мы все
что-то потеряли, что-то важное в жизни. И сохраним память о нем. Ринат Сулейманович – выдающийся врач и ученый. Но самое важное, что он необыкновенный человек. И человек жив, пока его помнят. Я хочу сказать о том, что российские хирурги всегда будут помнить этого великого человека. Вечная память.